Президент Таджикистана 28 сентября прибыл с рабочим визитом в Берлин, передает пресс-служба главы государства. В ходе своего визита в Германию Эмомали Рахмон принял участие и выступил на первой встрече глав государств Центральной Азии и ФРГ. Встреча прошла с 28 по 30 сентября. На саммите были обсуждены вопросы укрепления регионального и экономического сотрудничества, а также вопросы взаимодействия, имеющие важное значение для региона и Германии, отметили в пресс-службе президента. Уважаемые участники форума, прежде всего... Также все президенты центральноазиатских стран приняли участие в экономическом форуме стран Центральной Азии и Германии. Прошла встреча президентов Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером в Берлине и встреча лидеров стран ЦА с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Следует отметить, что накануне работы саммита таджикские и узбекские оппозиционно настроенные активисты заявили о проведении акции протеста. Оппозиционные активисты центральноазиатских стран не согласны с действиями Запада в отношении авторитарных режимов стран Центральноазиатского региона. Напомним, что 19 сентября в Нью-Йорке в рамках саммита Си-5+1 прошла встреча президентов стран Центральной Азии с президентом США Джо Байденом. Узбекские и туркменские активисты и правозащитники также провели акции протестов, выразив свое несогласие с происходящим и потребовав прекратить репрессии в отношении инакомыслящих и соблюдающих свою религию жителей этих стран. O'zgarishlarni mana hamma his qilib turibdi. Azonlarni ovozi pasaytirilishi O'zbekistonda, musulmonlarga bo'lgan telefondan chiqqan har xil nashidlar bo'ladimi, har xil bahonani sabab bahona qilib olib kirib qamoqxonalarda qiynoqlarni qo'llanilyapti. Стоит отметить, что эти встречи проходили на фоне очередной активизации политических репрессий в странах Центральной Азии. Так, с начала сентября в Узбекистане вновь началась борьба с ношением хиджаба, бороды и вообще с любыми проявлениями ислама. Туркменистан постоянно находится в поле внимания правозащитных организаций и, по сути, возглавляет антирейтинги по масштабам политических репрессий. В Кыргызстане режим Жапарова взялся за мечети и независимые СМИ, а на рассмотрении парламента находится копирующий российское законодательство закон об иноагентах. А в Казахстане уже опубликован список иноагентов, в которых также вошли независимые СМИ, журналисты и гражданские активисты. То есть они просто говорят, мы можем любого человека объявить врагом. Вот, собственно говоря, и все. Получается, что Запад во главе США, все время громко заявляющий о своих якобы нерушимых принципах в защите прав человека и об установлении демократии во всем мире, для достижения своих утилитарных целей сотрудничает с диктатурами стран, которые реализуют в отношении своих граждан репрессивную и антигуманную политику.